уроке мы с вами поговорим на тему стаккато и легато. Как и любая мышца в теле, диафрагма имеет свою мышечную память. Она учится удерживать вдох, выводить выдох и выталкивать звук. Два главных упражнения будут отличаться друг от друга в зависимости, что и как поете. Если вы поете нежно и плавно, или же вы поете агрессивно и выкрикиваете. Если вы хотите научиться и тому, и другому, то стоит освоить два самых главных приема любого вокалиста при пении – это стаккато и легато. А что такое легато? Легато с латинского означает связной, связный. При таком пении звук получается непрерывным, плавным, нежным, то есть звук перетекает с одного звука в другую, то есть они связаны между собой. При таком пении диафрагма расширяется, ребра раздвигаются, дыхание у нас получается как ниточка, да, то есть непрерывное. Этот прием в основном в большинстве случаев используется в медленных композициях. И самое главное, ребята, нужно запомнить, что при этом пении на легато у нас воздух расходуется экономично, да, то есть выдох мы используем дозированно, по чуть-чуть. Но случается, ребята, так, что нам не нужен плавный, напевный, нежный звук, да, нам нужен мощный, резкий звук с такой активной подачей, то тогда нам подойдет второй прием – стаккато. Что такое стаккато? Стаккато – это отрывистый звук, который используется для того, чтобы подчеркнуть какое-либо слово, акцентировать. Диафрагма при этом пении очень подвижна, выталкивается звук с каждым коротким выдохом. При этом пении мы ощущаем силу звука, громкость звука. Очень полезно это упражнение на начальных этапах при постановке голоса. Сейчас, ребята, мы с вами выполним упражнение на легато и стаккато. Начнем упражнение на легато. Вдох берем через нос, работает нижняя часть живота, то есть брюшная полость. Как я уже говорила выше, нужно спеть одной ниточкой от начала до конца на одном дыхании. Выдох используем экономично, да, по чуть-чуть. Не выдыхаем сразу все, иначе мы не споем до конца нашу распевку, поэтому выдох должен быть использоваться по чуть-чуть. Споем на слог ми-я-ми. Итак, ребята, пробуем. Нотки должны быть связаны между собой. Ми-я-ми, ребята. Следующее упражнение будет тоже на легато, только на другой слог лё. В этом упражнении рекомендации такие же, как и предыдущие. Поем на одном дыхании. Пение у нас должно быть, как я уже говорила, плавное, да, то есть без толчков, непрерывное на одном дыхании от начала до конца. Нижняя челюсть у нас расслаблена. Открывать рот как можно больше.
Следующее упражнение, ребята, будем выполнять на стаккато. Как я уже говорила выше, стаккато — это отрывистый звук, да? То есть мы должны при этом пении чаще дышать при каждом произнесении слога. Но звук должен быть активным, мы его должны выталкивать не горлом, а диафрагмой. Если вначале не получается, то берем легкое дыхание, да, и попробуем в медленном темпе. Давайте попробуем на слог лё. Положим одну руку на живот, чтобы вы смогли почувствовать, как работает нижняя часть живота, то есть наша диафрагма. Теперь давайте попробуем на слог ма. Принцип, ребята, тот же, то есть дышим очень часто при произнесении слога вдох-выдох. Ребята, это два самых главных упражнения для вокалистов, которые помогают сделать нашу диафрагму подвижной, гибкой, тем самым делая наш голос, конечно же, тоже подвижным, гибким, с помощью которого мы сможем спеть любые вокальные элементы в пении. Ребята, на этом мы заканчиваем наш урок. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы и до свидания.